Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство поддержало законопроект о банкротстве юрлиц. Его основной посыл – акцент на реабилитирующих процедурах, чтобы сохранять предприятия и рабочие места, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. Действующий порядок банкротства, по его словам, воспринимается зачастую либо как инструкция по ликвидации бизнеса, либо как способ затягивать выплату долгов или не платить по долгам вообще. Сейчас в большинстве случаев компании прибегают к банкротству, когда активы из предприятия уже выведены, а затем в 98% случаях вводится конкурсное производство и происходит распродажа оставшегося имущества, причем по заниженной цене. В результате 60% кредиторов не получают ни рубля. С другой стороны, нередко предприятия-банкроты десятки лет продолжают работу, не платят налоги и копят долги. Масштабная реформа банкротства юрлиц предполагает введение реструктуризации долгов как отдельной реабилитационной процедуры, чтобы на площадке суда у добросовестных должников была возможность найти компромисс с кредитором и договориться о дисконте в рамках 4-летнего плана погашения задолженности. Дисконт может быть довольно существенным, так как в среднем кредиторам удается возвращать лишь незначительную часть долга. Ликвидацию бизнеса, который невозможно спасти, планируется проводить за год, как минимум в 2 раза быстрее, чем в среднем сейчас. Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Речь идет о судах на срок до года или свыше 20 лет, а также о кредитных картах с нефиксированным процентом. Кроме запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой, на определенные сроки Центробанк предлагает ограничить и параметры таких суд. Банк предлагает ввести максимально допустимое значение плавающей ставки, а также установить срок возможного удлинения кредита. При этом срок продления не должен превышать 3 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что длинные кредиты очень чувствительны к изменению таких параметров. Ну а что касается вкладов, то по данным Банка России в первом квартале этого года средства россиян во вкладах и на текущих счетах выросли на 900 миллиардов рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года и составляют более 32 триллионов. Финансовые организации ожидают увеличения интереса населения к классическим сберегательным продуктам до 15-20% в этом году. Дополнительными причинами этого может стать рост экономической активности в стране и увеличение социальных выплат. В «Газпроме» уточнили, что такое бесплатная газификация для россиян. На бесплатное подключение могут рассчитывать россияне, чей участок находится от газопровода на расстоянии не более чем 200 метров. Площадь дома критерием для подключения к газопроводу не является. Региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет оплачивать самостоятельно. Также в мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определен максимальный часовой расход газа в размере 7 кубических метров в час для физических лиц. Программа бесплатной газификации рассчитана до 2030 года. В прошлом году на рынке микрофинансирования Якутии наблюдались изменения в структуре выданных займов. Микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории республики, выдали малым и средним предприятиям займы на сумму 787 миллионов рублей, что составило почти половину общего объема выданных микрофинансовыми организациями заемных средств. Число договоров с субъектами малого бизнеса выросло более чем в 1,5 раза и достигло 533 единиц. С населением, напротив, снизилось более чем на треть, до 50 тысяч. Объем выдачи заемных средств населению сократился более чем на четверть и составил 859 миллионов рублей. К 1 января этого года на территории Якутии числились 33 компании, зарегистрированные в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Проверить, является ли компания легальным участником финансового рынка, необходимо на официальном сайте Банка России или в мобильном приложении Центробанк онлайн до заключения договора. От сотрудничества с нелегальной организацией следует отказаться, а также сообщить информацию о ней в Банк России через интернет-приемную и в правоохранительные органы. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.